Здравствуйте, эфир главного информационного канала страны продолжит программа «Алату Лайв». С вами Мирбек Мулдакунов. Сегодня Международный день гор. Горы – это природное богатство, которое мы должны беречь. В горных районах проживают 15% мирового населения, и половина зон мирового биоразнообразия находится в горах. Благосостояние около половины населения планеты зависит от водных, продовольственных и энергетических ресурсов, которые содержат горные массивы. К сожалению, горы находятся в опасности в связи с изменением климата, деградацией земель, чрезмерной эксплуатацией и стихийными бедствиями. По мере дальнейшего потепления климата горные жители сталкиваются с еще большими трудностями в борьбе за выживание. Повышение температуры также означает, что горные ледники тают беспрецедентными темпами, что влияет на запасы пресной воды для миллионов людей. Эта проблема затрагивает всех нас. И поговорить об этом не только мы пригласили в студию научного сотрудника и руководителя научной группы Института исследований горных сообществ Университета Центральной Азии Куликова Максима Сергеевича. Максим Сергеевич, добрый день. Здравствуйте. Добро пожаловать в студию. Спасибо. Можно сказать, можно поздравить вас с этим днем, праздником, да. И, конечно, мы вот в этот день хотим обратить внимание наших граждан, да и всего мирового сообщества, да, к проблеме горной экосистемы. И вот вы, как научный сотрудник, вы наверняка изучаете, исследуете. Вот именно в Кыргызстане какие процессы идут, да, в процессы таяния ледников, влияния глобального потепления. И вообще, можно вот эти все процессы как-то предотвратить, сократить в какой-то мере? Ну, Кыргызстан, конечно же, не исключение. Ледники тают и большими темпами. Вот, и обратить этот процесс можно единственным способом — это сократить количество углерода в атмосфере. Для этого надо перестать его туда выбрасывать и высаживать деревья для того, чтобы они поглощали углерод из атмосферы. Вот. Ну, можно приостановить тем, чтобы сократить количество углерода, которое выбрасывается в атмосферу. Ну, это как бы основная причина, почему происходит потепление. И таким образом можно сократить и таяние ледников, ну, в теории. Угу. И вот вы сказали сократить выбросы и как бы увеличивать лесные площади. Можно сказать, у нас в стране вот эти процессы идут, потому что мы как бы стремимся к углеродной нейтральности, мы сокращаем выбросы. В то же время мы как бы в рамках общереспубликанского проекта, да, сажаем деревья, уже миллионами сажаем. И вот скажите, вот эти все наши действия хоть в какой-то степени как-то помогают нашей экосистеме, горной экосистеме? Ну, безусловно, горной экосистеме, конечно же, помогают. Но Кыргызстан составляет, по-моему, всего 2% от поверхности суши, а мы как бы все летим на одном звездном корабле под названием Земля, и, конечно. И мы зависим от других стран, от других государств, которые как бы большими темпами выбрасывают углерод в атмосферу. Ну, конечно же, то, что мы делаем, это помогает нашим горным экосистемам, поддерживает нашу почву, нашу природу, нашу экологию. Несомненно, это так, да. И вот президент страны объявил 5-летие действия по развитию горных регионов. Вы знакомы с этим проектом? И в рамках этого 5-летия какие мероприятия вообще проводятся или планируются проводить в стране? Да, мы знакомы с этим 5-летием, и мы даже участвуем в этом 5-летии. Мы планируем проведение нескольких круглых столов в Бишкеке, в Нарыне, там, где находится наш университет, с привлечением местных сообществ, также других университетов, где мы будем обсуждать все эти вопросы. И в конце следующего года мы планируем провести большую климатическую конференцию, региональную, где будут участники со всей Средней Азии. Вот, и Кыргызстан, естественно, будет представлен, где будут обсуждаться эти вопросы. Вот. Ну, так как мы образовательное учреждение, мы вносим свой вклад с помощью таких конференций, научных столов. Вот, Максим Сергеевич, скажите, пожалуйста, вот если такими темпами и дальше пойдет, да, что нас ждет? Вот вы говорите, вот нашу планету, Земля, в ближайшие 100 лет, скажем. Ну да, ну по прогнозам, да, есть такая международная организация, которая занимается прогнозированием изменения климата и последствий. Вот она при Всемирной международной организации, при организации ООН, где эксперты каждый, ну не каждый год, каждый цикл оценивают,
что нас ждет. Да, ну и в будущем, да, ожидается. Они делают прогнозы по 3 сценариям, то есть идеальный сценарий, средний сценарий, наихудший. По наихудшему сценарию ожидается рост температуры, также увеличение различных природных катаклизмов. Центральная Азия, Кыргызстан в частности, будут страдать больше среднего. Нас ждет увеличение температуры, увеличение осадков весной, причем осадки будут концентрироваться именно на весенний период, таяние ледников. Ледники для нас играют очень важную роль, потому что они запасают осадки, запасают воду, которая используется в сельском хозяйстве. Как вы знаете, у нас в основном ирригационное сельское хозяйство, и там, где есть полив, там есть сельское хозяйство, там, где его нет, там его нет. А ледники выполняют роль буфера, то есть пик осадков приходится на зиму и весну, они запасают эти осадки зимой, весной и летом, когда повышается температура, они тают и как бы предоставляют ирригационную воду для сельскохозяйственных площадей. Если их не будет, то получается вся вода будет расходоваться весной, а не летом, когда она нужнее всего, и, соответственно, ждут очень тяжелые последствия сельское хозяйство и также всю экосистему. Вот будет, если будет происходить потепление, то, что касается лесных экосистем, то леса, естественно, будут двигаться, лесная граница гор будет повышаться, леса будут двигаться вверх, там, где попрохладнее, ну, двигаться, да, то есть нижние леса будут вымирать, а новые будут расти выше. Вот. Ну, естественно, они не могут карабкаться бесконечно, потому что вверху уже почвы нет, там уже камни, и в какой-то момент мы потеряем и леса тоже, потому что они просто упрутся в вертикальный предел. Вот. Ну, это то, что можно как бы себе представить. К сожалению, есть такие неутешительные прогнозы, что к концу столетия конкретно мы, Кыргызстан, можем потерять 80% ледников. Как-то, ну не знаю, сохранить, что ли, вот эти наши ледники, как мы можем? Ну, конечно, естественно, мы сами только не должны этим заботиться, да, мировое сообщество, центральноазиатские страны, да, вкупе как бы должны думать об этом. Ну да, сохранить, к сожалению, это очень сложно. Это надо обратить все глобальные процессы. Мы в рамках нашего государства, я не знаю, навряд ли сможем это сделать. Конечно, надо пытаться влиять на это, но обратить я не могу себе представить, как это можно каким-то другим способом, если не прекратить вот выбросы углерода в атмосферу на глобальном уровне. Ну, многие же страны это прекрасно понимают, да, что если мы не будем сокращать выбросы, если мы не дойдем до углеродной нейтральности, да, мы можем в будущем вообще, вот как вы сказали, дойти до того уровня, да, критического, когда уже начнутся войны за пресную воду, к сожалению, за ресурсы и так далее. Ну да, ну, видимо, те страны, которые отвечают, так сильно полагаются на свою индустрию, потому что, ну, в основном выбросы углерода в атмосферу начались с ростом индустриализации планеты, Конечно, да. на планете Земля, вот, и страны с развитой промышленностью, естественно, вносят наибольший вклад. Ну да, им надо сокращать, переходить на зеленые технологии, высаживать больше лесов. Ну, получается, каждый просто играет на свою собственную выгоду. Индустриально развитые страны как бы не хотят перестраивать свои технологические цепочки, потому что это стоит громадных денег. Они не хотят их терять, хотят оставаться конкурентоспособными. Потом другие страны, например, как Бразилия, да, где амазонские леса, там огромный запас леса, они как бы, ну, их экономика полагается на то, что они вырубают леса, продают древесину, они тоже как бы не хотят себя ограничивать в этом. И для этого созданы, да, много международных площадок, где договариваются. Вот КОП-29 проходил в Баку буквально месяц назад. Это одна из таких площадок, где государства должны договариваться друг с другом по подобным вещам. Вот. Ну, я надеюсь, когда-то государства договорятся и начнут как бы играть совместно. Пока что каждый играет по большому счету только на себя. И вот в рамках КОП вы же как бы отслеживали, да? Я какие участвовал проблемы, в двух а вы сайд-ивентах. непосредственно участвовали. Да. Какие вопросы там были подняты, конкретные какие-то решения были приняты? Вот, ну, я участвовал на 2 сайд-ивентах, не на самом КОПе, на 2 сайд-ивентах, которые были организованы Азиатским банком, Институтом Азиатского банка. Вот. Да, поднимались вопросы, конечно. Ну, в основном все
разговоры носят такой декларативный характер. Декларативно. Типа того, что вот у нас так плохо, все должны об этом озаботиться и все. Пока только на уровне разговоров. Ну да, Конкретные по большому действия. счету, да. Ну, конкретные действия тоже были, обсуждались, ну, это на более узком уровне, например, там, противодействие каким-то стихийным бедствиям, какие технологии, кто применяет. А вот именно тот уровень государственный, так сказать, что надо сокращать выбросы в атмосферу, конечно, это обсуждается, это говорится вслух, ну, чтобы кто-то там брал на себя какие-то сверхобязательства, я о таком не слышал. Вот вы в Кыргызстане занимаетесь лесами. Конкретно вы изучаете площади, ареал распространения и так далее. Да? Вот можете рассказать об этом поподробнее? У нас леса сокращаются или все-таки идет тенденция к увеличению площадей? Ну, небольшая тенденция к увеличению идет, потому что у нас много программ по высадке лесов. Та браконьерская бесконтрольная вырубка лесов там, на юге Кыргызстана, орехоплодовых лесах ради КАПа, она остановлена. То есть, ну, вот раньше, я помню, да, в 2000-х годах, когда мы ходили там по лесам, постоянно было слышно бензопилу. Сейчас значительно меньше, но все равно ее слышно в лесу. Слышно, да? Да, но, надеюсь, законно все это. Ну, надеюсь, хотя навряд ли. Все-таки слышно. Да, ну да, как бы лесохозяйство, они делают свою работу, они увеличивают лесные площадя в тех пределах, в которых они могут, потому есть много международных организаций, международных проектов, которые помогают именно вот увеличению лесных площадей. Ну, мне кажется, надо это делать еще больше, еще быстрее, еще сильнее, потому что на юге, например, вот, в орехово-плодовой зоне, помимо вырубки лесов, есть много и других проблем. Это выпас, леса, деревья очень старые, потому что там пасется скот, они поедают весь подрост, все молодые деревья съедают, и поэтому происходит старение лесов, и может просто прийти к тому, что они все от старости погибнут в один момент, и новых деревьев не будет. Вырубка, как бы, это не, ну, на данный момент это не самая большая проблема. Потом пойменные леса у нас тоже, допустим, вдоль Нарына тоже сильно используются, но не так, допустим, как орехово-плодовые. Хвойные леса, ну хвойные леса, наверное, в лучшем состоянии, потому что они растут в таких местах, в которых трудно добраться, но там в основном, да, они страдают от вырубки. Их рубят, но я думаю, они у нас, с ними меньше всего проблем, так скажем. Вот. И все-таки вот вы затронули некоторые наши области. И в каких наших областях все-таки, да, идет, ну, такая хорошая тенденция по высадке, хотя по всей республике мы сажаем, да, в рамках общереспубликанского проекта? Ну, в Нарынской области, да, высаживаются, потом в Джалабадской области, там, где вот орехоплодовые леса, тоже лесхозы делают хорошую работу, они высаживают. Проводится работа по, так сказать, сохранению редких исчезающих видов деревьев, потому что, ну, Кыргызстан, вот территория Кыргызстана, юг Казахстана, Средняя Азия является родиной яблока, потому что у нас самое большое дикое биоразнообразие рода Малюс. Вот яблони мы являемся как бы родиной яблок. И проводится большая работа по сохранению диких яблок. Они необходимы для того, чтобы можно было выращивать, выводить новые сорта, в том числе и устойчивые к изменению климата, потому что из садовых сортов трудно вывести новые сорта с новыми характеристиками, а из диких видов их вывести можно, поэтому очень необходимо сохранять именно дикие виды. Также мы являемся родиной тюльпанов, проводится много проектов по сохранению тюльпанов, видового разнообразия. Вот. И, ну, как бы работа ведется, да, международными организациями, лесохозяйство тоже делают свою работу. Вот вы занимаетесь конкретно научной деятельностью, вы конкретные какие-то свои рекомендации, ну, как бы предлагаете определенным нашим госструктурам, да, чтобы они все-таки следовали определенным? Ну да, конечно, мы предлагаем рекомендации, и наши рекомендации, они, как бы, ну, в этом ничего сложного нет. Перестать рубить, начать сажать деревья, по большому счету это к этому сводится. Но есть различные технологии, которые позволяют это как бы увеличить, рационально сделать более использовать эффективным. пастбища, Да. те же самые лесные Да. угодья. Если, например, сокращать поголовье скота, да, не выпасать их в лесу, проводить ротацию скота, так сказать, и
то да, повышать породный состав также, для того, чтобы ну, были более продуктивные породы, чтобы они, допустим, на килограмм съеденной травы, грубо говоря, давали больше мяса и молока, чем, допустим, беспородные какие-то животные. Вот. Это да, это все стандартные рекомендации. Помимо того, есть хороший подход такой микролеса, когда высаживаются небольшие участки леса с различными видами деревьев и растений, которые как бы собой повторяют дикую экосистему и их огораживают для того, чтобы туда никакие животные не попадали, ну кроме диких. И такие как бы небольшие участки леса, они будут являться такими хабами, что ли, распространения дикости, распространения экосистем и семян, и вот лесной экосистемы вокруг себя. Это тоже одна из таких рекомендаций. И вот на днях глава государства обратил внимание на выхлопы, которые идут из самолетов. Потому что ну, в мире столько, наверное, ежедневно да, совершают полеты авиалайнеры. И, естественно, они тоннами выбрасывают такие вещества, которые негативно влияют на состояние ледников, на состояние почвы и так далее. Да? Вот в этом плане какие-то глобальные исследования ведутся? Вы не интересовались этим вопросом? Честно говоря, нет. Ну, наверное, но это больше в сторону экономики, какой вклад именно авиапромышленности и авиаперевозки вносят в общее изменение климата. Ну, я думаю, они, ну, по сути, качественно оказывают то же самое влияние, то есть выбрасывая углекислый газ только в более высоких слоях атмосферы. Вот автомобили начали переводить на электроэнергию, да? Электромобили начали появляться. А вот в плане авиастроительства там какие-то альтернативы не предусматриваются? Ну, это не совсем сфера моей профессиональной деятельности, но я интересовался этим, да, были, потому что мне как бы нравятся самолеты, я про них много смотрю и читаю, да, были различные попытки сделать такие электрические самолеты, и даже самолеты с атомным реактором на борту, и как бы они даже не увенчались, полеты. да, и они не увенчались успехом, потому что летать с атомным реактором опасно. Вот, пока нет достаточного запаса батарей для того, чтобы самолеты могли летать. Но есть самолеты очень легкие, которые на солнечных батареях летают, очень долго могут летать на большие расстояния. И я думаю, наилучшим выходом в этом отношении будет использовать биотопливо. Ну, биотопливо это, ну, как бы думается, да, что у него нулевой углеродный баланс, потому что вы просто выращиваете, да, например, сою, да, из нее делаете топливо и опять заправляете самолет, самолет летает, то есть выбрасывает этот углерод в атмосферу, растет новая соя, потребляет то же количество углерода из атмосферы и, соответственно, как бы, ну вот некий циркуляция, баланс. да, некий баланс. Потому что сейчас это как бы все из нефтепродуктов. Нефтепродукты мы достаем там из глубины земли, углерод и выбрасываем в атмосферу там, через самолеты, там, через автомобили. А так будет такой углеродный баланс. Но здесь как бы есть небольшая этическая сторона вопроса, потому что по большому счету мы как бы еду переводим на топливо. Вот. Если как бы с этим нет проблем, то это такой как бы, ну, самый простой выход из ситуации, такое самое простое решение этой ситуации. И вот мы, ну уже сколько лет, многие озаботились тем, что надо все-таки находить альтернативные виды топлива, да, вот альтернативу тому же самому твердому топливу, углю, да, вот вы сказали биотопливо. Вот многие умудрялись даже в домашних условиях, да, добывать газ, биогаз. И даже у нас в Кыргызстане, по-моему, вот эти попытки были, некоторые хозяйства использовали все это. Это намного экологичнее, да, нежели... Ну, да, биогаз, конечно, это экологичнее, потому что, ну, наверное, это не столько экологичнее, сколько просто дешевле, что ли, получается. Ну, Кыргызстан свой газ не производит, и это своего рода шаг к энергетической независимости, производство биогаза. В окраинах Бишкека есть такие хозяйства, но, насколько я знаю, большого распространения не получило, потому что это очень много работы по поддержанию этой биогазовой установки. И даже, по-моему, позапрошлом году я был в комиссии на защите в Американском университете, там одна девушка защищалась по поводу биогазовых установок, она анализировала экономическую составляющую. Вот, и да,
интересная, конечно, технология, но, мне кажется, не конкурент просто дешевому газу, природному газу, который поставляется. Максим Сергеевич, я выражаю вам огромную благодарность за то, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. А я, уважаемые телезрители, напомню, что это была программа «Алату Лайв». В студии работал Мирбек Мулдакунов. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч в эфире.